Таджикистан все еще изучает возможное присоединение к ЕАЭС. Путин подписал закон о ратификации договора с Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. В Таджикистане перевыполнен план по сбору налогов. Межведомственная рабочая группа всесторонне изучает вопрос о присоединении Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли страны Завки Зуда 14 июля на пресс-конференции в Душанбе. Он отметил, что по итогам этих работ будут представлены заключения, на основе которых правительство примет окончательное решение. Мы и без этого очень тесно взаимодействуем в разных форматах со странами-членами ЕАЭС, сказал министр. Он, в частности, отметил регулярный рост двухстороннего товарооборота Таджикистана со странами-членами ЕАЭС. Согласно официальным статистическим данным, доля торгового оборота со странами-участницами ЕАЭС в общем объеме внешней торговли Таджикистана за первые 5 месяцев этого года составила 43,2%. С этими странами Таджикистан наторговал почти на 1,2 миллиарда долларов. Рост товарооборота в январе-мае этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года зафиксирован с Россией на 46,2%, Казахстаном на 19,2%, Белоруссию на 50%. Однако товарооборот с Арменией и Кыргызстаном наоборот упал на 78,8% и 63% соответственно. Целесообразность вступления в ЕАЭС власти Таджикистана рассматривают на протяжении уже 8 лет после создания этого объединения. Между тем, специалисты утверждают, что Таджикистан остается за пределами ЕАЭС по обоюдному желанию. Власти Таджикистана опасаются, что местные, сравнительно крупные производители, которые тем или иным образом связаны с политической элитой страны, после открытия таможенных границ не смогут конкурировать с производителями стран-членов Союза и обанкротятся. Страны-участницы ЕАЭС, в свою же очередь, остерегаются низкого уровня развития таджикской экономики, что может негативно повлиять на экономику Союза в целом. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает агентство ТАСС. Договор был подписан 15 сентября 2021 года в Душанбе. Он основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения пенсионных прав, приобретенных на их территории. Документ распространяется на граждан Российской Федерации и Таджикистана, а также на членов их семей. Предметом договора являются все виды страховых пенсий. План по сбору налогов в Таджикистане за первые 6 месяцев текущего года перевыполнен. Об этом глава налогового комитета при правительстве страны Нусратолла Давлатзода сообщил на пресс-конференции 14 июля. За полгода план по налогам выполнен на 101,8%. Вместо 7,15 миллионов сомони в бюджет поступило 7,28 миллионов сомони, сообщил он. При этом он отметил, что после внедрения нового налогового кодекса, который предусматривает льготы и послабления, он готовился к невыполнению плана, но их опасения не оправдались. План перевыполнен, мы пока точно не можем сказать, с чем это связано, но не исключаем, что предприниматели стали выходить из тени. В любом случае будет проведено исследование того, как повлиял новый налоговый кодекс. С момента его внедрения прошло всего лишь 6 месяцев. Этого пока недостаточно, чтобы делать выводы. Но вместе с экспертами Всемирного банка мы планируем завершить это исследование к концу года, отметил Давлатзода. Вместе с тем глава налогового комитета сообщила, что задолженность по налогам на 1 июня 2022 года составила 129 миллионов сомони, что по сравнению на 1 января этого же года на 196,5 миллионов сомони больше. По его словам, основным должником является ГЭС Сангтуда-1, это 244,6 миллиона сомони, ГЭС Рагун 55,8 миллионов сомони, Таджик Телеком и его структуры 123,3 миллиона сомони. В целом это 43% от общего долга. О причинах задержки по выплатам налогов Давлатзода не говорил, отметив, что долги ГЭС Сангтуда-1 должны быть выплачены ГУП Барки Тоджик.